Несколько законопроектов вступает в силу с сегодняшнего дня. Какие именно, расскажем в выпуске. Если хочешь добиться успеха, работай на 2 часа больше. Первое место среди субъектов СКФО по выигранным грантам. Юнусбек Евкуров провел встречу с участниками форума «Машук». Им не надо даже выезжать с дома, им просто на дому сделают примерку и протез. Такой мастерской у нас еще не было. В Карабулаке открыли первое в регионе протезно-ортопедическое предприятие. 10 кругов сделал за 38 минут 17 секунд. Праздник представителей золотого возраста. Сегодня Международный день пожилых людей. Конечно же, наших ребят и меня будет высокий стимул дальше тренироваться, работать. Подарок для чемпиона. Победителю первенства мира по греко-римской борьбе Исламу Апиеву вручили ключи от новой Нивы. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Выходцы из населенных пунктов на границе Чечни и Ингушетии не видят причин для споров, развернувшихся в последние дни в интернете в связи с подписанием соглашения об установлении границы между двумя субъектами. Об этом заявили представители артскоевских тейпов на встрече с главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым. Старейшина рода Арби Закриев отметил, что для него и его тейпа установленная граница имеет условный характер, а Течоевы поддерживают решение глав двух регионов. Собравшиеся отметили, что ни граница, ни что другое их не разделит. И попросили пользователей сети интернет не писать в их адрес провокационные посты, упоминая их фамилию, поскольку их позиция не имеет никакого отношения к отрицанию границ. Третья сторона, я Администрация границ холодный пост, я сам дать. И кажется, да, вот, но у ора, диагора, исторический дайж бега, когда там аж 10. Я же без сельчой, мержой, белхрой, кабарыш, ваш такой олж был нага, то там аж 10. Диагора, что да, у ора, ержбах, что да, где, что в долзе, горгол, я да, уже. Да, нам идешь. Så korter tro, tjejchöhu, tadej tjejchakar waban, yal rahimbu, yal ruabach, шалажиста, юртхула из хал. Кавказский там был, швухан, а я, конечно, шинта должен быть. Тир вабан, тадей, алло, шамир тот, шалажиста, та ирдокадин, тига юртилен, котер тадей шилен, тига тjejchöй, мержой, андлой. Галай, ну что вот наш блок не должно. И еще граница о уищатис и уищ волнах от территории отношений лучше бать морально бог пресс. Там Российская Федерация, а что и айдл закон върца личаться долой, вай върца лич вай върбет, он тяча и върбета ши аппарату хох айдл. Вай уж върца да гачтат, дала вай там моральные устойчивость, моральное право еще кое. Аз моральные права сами тха приоритет тук аз мака. Тона и мекшхолча и исьяч я анупес ватангис. Ах, гала мака исне, ах, условно бокас, ах, нохчи мака исне. Тона оштхошен и мекшхолча и тамах буй бьючпекин ткань прикновение дух. Митчехена оры омну а нислуж бог нахта рез боц атуман доч. Цег аля тонер. Хергума диета цедвичона, питан цедвичона, до цектавилаш, везан цабоиш. Хергума бартобос дитарш, вой цатандер, вой цанахдер, вой цамватбар, вой цагилхштер. Вой тхида айдештер, вой дейл алла рез вгашталаха, вой нюк аббарт пешхол весвай. Дихушхол цедвесвай. Мелчо гейндуэлча, бусов наш, я биш вежели бог. Вейна хайки. Барт خبوش بوسنا هاي قتي مختدوش هم خوتشي ملا شو ديتش ديكدس أنا أبي أبيازن استيس تا هنستيه شيخ كليات دا سام سوالت مرو
соцсетях до колину, сухалка, чего охотник вор, любитель вор. Но где-то мы долго часу тебя ханва халуга, ну эсфарту дехер квастиар. Ночи есехер галай яш ингусский чеченский яш, он сакети маддаться сантехер аяхашти по 90-га халга совет аду долчаны тебя хожуса вам мангл ихауса хамдеуса. Да тогда что карта чё ишкамелж деш дуцриш бог бомби те да цабриш б ханза атор ялрис каждый сагаш и хавян меттигел ши олу болуши тейп долуш ши токум долуш сагу каждый саг. Так каждый саг ада хатиш социгичу социгичу. Тогда охаз янчил да ошис ханях национализм хани али ол. Национализм яхж да цидуцр ши варва алди саг. Агра халбусу божения саг халвисак. Так ханзда тичах кин ханзер хабях та ер сигич катришки а тичах ки ваша yoz метги сигич халбага бирш та ер сига ба шаучи докчар yo жнохчи бу бдер жнохчи бу ер жгалгай бу но веня нах болуш ер же сига ба бу арстхойда тхоза ба ду арстхойда вейна ер барт хуб болуш хам худуж хам ода дицат яна долдена зундер вефна до тибегиш буат зундер сон бехтен бахпаш асака якамел ждя да сна як хансейга ду хамаж дицат со ханзер дицат яхш та тагна цигичи халга условно ханез янтас тагна кех күгендер марса изменение яхтига Евр адерхат сон цичах ки цудят тага цижда дердик дозж уса тига так ханс именно استيچويت يوخج اسقامالج دنداره تخيبرش خلطروتي يمزبك مالا برش خلطروتي بقو صديق ده ويقي فتنه دواج دي صغيرتش تونيقي خيلو يول صغيرتش وينا هايقي خيلو يول صغيرتش بقو شيء лишнее обращение так личное обращение а сотечу он для винуса сюда тейп на течу, а сюда чьях за авар анну уполномочит две камелы ждут оттерж да мумдицы черкамелыш бокул садихр да уашдиары шей адл бог бушу адл хади та представитель ждущий шей оз бог би агуштиады но цу дихж мчит халка тейп только цу дихж мчит на бумаге дыс тхон изменений хамятич да тхон ханижуат шо изменение тхон мегиш долждол хамы цига бахчары оза бахчар мегиш долждол хамы цигиш дей уттежер диат ер вождят я хаш камялыш бу соукда здох зулумда аз дуциш долждол хамы чог сетиш бахбар وين أزاجرني شخيلة يا سخيل يا سدالو عليه وتأيه وشخلنا غيرني شقت نستطيعون دويا يعني استعيد له قاستين سعرهم مشكلة وين قام غوش داري شوف ذات دارم وعدين ذات ودارم رجل خيلة دقدو is iets als het internet als je leert ja zo gaat het zo goed is het hoe je dat Duits en kan er dat zijn haast het is nog Duits naar bo scheiß alles ohne Schutz da wat fitness doen is het je fitness dik dat goed dag onder ons dat door deel was zo например оседа gaat ik do суала бивать что бивать коллег бивать бусовсек шавига мостяца дом пертаго шарди холерасо тыран вой найно был старинка ой дейтинг гатниц алчан анбелна элхамдулилlah дал бухастан бохту индиш на дой ой гымгина дуккан яса гин румшди эн зумаш гина вой халунаш гина вой ам муюхи на вой дой бертатош метаху что хумуду бушлуэдо Бърт блачмет, цъл легасък има бят хедат, дела вен бърт на ирбой. Граница между Ингушетией и Чеченской Республикой определена. Соглашение между Юнузбеком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым, напомню, подписано 26 сентября. Более того, все подробности очертания границы глава Ингушетии накануне подробно разъяснил лично. Он развеял слухи касаемо передачи Чеченской Республики части села Датых. Подробно об этом историческом событии в нашем сюжете.
26 сентября между главами Ингушетии Юнусбеком Евкуровым и Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в присутствии полпреда президента России в СКФУ Александра Матовникова состоялось подписание соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Решение, достигнутое руководством республики в ходе переговоров, предполагает, что процесс определения границ между субъектами не затронет населенные пункты двух республик, а предусматривает закрепление границ в горно-лесистой части территории. Главы договорились, что между республиками не будет постов. Все дороги будут открыты, отремонтированы и заасфальтированы. После официальной церемонии Александр Матовников и руководители республики Юнусбек Евкуров и Рамзан Кадыров ответили на вопросы журналистов. Работа проведена огромная, работали две рабочие группы. И я уверен, что согласие достигнуто, вы сами были, это результат работы и инициативы этих двух руководителей. Мы с Рамзаном Ахматовичем установили границу по устоявшейся с тех времен, которые это было уже там с момента уже самостоятельности Республики Ингушетия. Единственное, корректиру мы несли внизу, на равнинной части, там, где ровно квадрат на квадрат, метр на метр, мы уступили друг другу с учетом того, чтобы выровнять границу. И один клин выправить. Это уже чисто сельхозугодие Гуповский, где мы вообще людей не затрагиваем. Остальное все у нас идет, и никаких уступок нет. Поэтому, конечно, мы с людьми действительно работу это провели. Когда с Рамзаном сели, начали разговаривать, и Рамзан инициатором выступил, когда мы определили, что нам не нужна третья сторона в этом споре. Во-первых. Во-вторых, чтобы было понимание, эта проблема не сегодняшняя, не вчерашняя и не моя с Рамзаном. Эта проблема, она нарисовалась с момента самостоятельности наших субъектов. И с тех пор на каком-то уровне не принималось вот таких решений. Сейчас, как Рамзан сказал, мы взяли на себя эту ответственность, и плюсы наши, и минусы наши. Чтобы не было вообще между Ингушетией и Чеченской Республикой проблем, сегодня мы взяли на себя ответственность, смелость, так скажем, да, и начали закладывать основу. И я думаю, что в ближайшем будущем комиссия, которая работала над этим, закончит все и расставит на свои места. А так мы в войнах, и мы братья, и это должно быть не на словах, а на деле. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров на встрече со старейшинами, религиозными и общественными организациями, депутатами дал пояснение по соглашению об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Территория. От Горогорска Хабаль был. Около войны Риданти, Зязика, Верти, Малгабес, круги Малгабеки, да. И не он тоже Хабача. Ох, те же Хабулочи, это вара, ночи лятбе, ерез. Уж Ханбер. Уж Хачи, уза, ерез ночи лятбе, да, братская, ерегерти ночи. Это вара, вылятбе. Алер, уж ачо, ты же, я дерг вылят ашхан. И выступ, я узахлара, выступ узахлара. Окуза аз Рамзан Ахиша Бартяп. Окузу царь 1890 гектар лят Мукьялтай, аж прям шей территорию. Вай охкалхра, окузария, чуть-чуть окузария, ровно, окузар выступит, ровно 1890 гектар, метр на метр вы уступите. Я Гуповский лят, царь Гупки, вы Гупки. В итоге ему отвлекаешь Танисяй. Вот здесь выступил, вот здесь лесопосад, царь, вот здесь лесопосад, вот здесь Танисяй. Танисяй, окузар царь пост, вот любой хамор, то шей территории, шей некой. Я некой царь, был так царь территории, да, у некой выехал. Вот хавайте, да, окузар. Ханер, узнал, парад побежал. Я говорю, что даже до сих пор траншеи живет мотики. До сих пор сухан эхка варил. Не сидят укус. Сахам дат укуси. Я говорю, ночь дат, галаш дат. Лаки, я аршты чемульга сега наимят. Вы халаш хадвая. Я укуси же, я вы территории, ты баргушан.
Присутствующие на встрече участники выразили мнение касаемо подписанного соглашения. Они поддержали инициативу главы региона в установлении и закреплении границ, подчеркнув, что данный вопрос давно ждал своего решения. Бақна вяшатиға, парламент вяшатиға ебоқ бұ, екат керді, масыл дақетіға, бақшына, келісіна қадығын урокку görüş, келінақ дақетбе görüş. Президиум, тейпо совет, совет старейшин, масыл дүйен, общественная организация вяшатиға дүйен, ебоқ дедалари, еріл ажаташ худяцыр ұқоқ. Ішбоқ вебалари декбар дердүйен, уанс. Вот мы хотели, он ваш нужду, он хадер, он камер бортку больше, мы кам ца худолш, вени кидихан, масал худосиш, больше бабухтаху, хул хандерлет, дерлет, поезд лайхаяни, хансул яхда дизели, ханс фуддизбе, фудиш бортку бе, он лахда видян избух, мش باقي الصنع. متى يقول شغال شيء خرج ديوانه كميسير أول إجماع مرد ديوان سقط ديوانه تحمل نتخوفنا عن ديوان أنا ما يشتغلش أبوشنا عن طرف ديوان جبنا يشتغلش بشي حاجة يقول سقط الإمام ده صوت أسمر تاسخن صوت الوهج اسمه ديوان شناق أسمر ديوان بقول ديوان يتدور ديوان أخوات ديوان أخوات ديوان أخوات ديوان مستقبل ديوان شو الأمر تقول شناق أسمر وحق أسمر يعني طبعا هذه شيء الزواج حق ديوان وعشان ده تدرس ديوان أخياك يوضع قد شديد الزواج في الاستفاد خوف الاستفاد حواش لا تدرس شرحية ديشر هم داس ديوان شو نشكره والله قاعد در على در أو در شديوان شر يلا شدي على ده هذا الشيء في ده هم داس ديوان في ده النتيجات الشر ولا يلي فري إذا شو ديوان قوس مدر ديوان طبخ ديوان تيجي ديوان إيش كم شيء ده تيجي شاسش وي الله يمر البنات دوش يمر البنات ما بعد حاسك بيلوت وي حاسك بيوي ديال يوم ديال اخر ديال بيهو تهر يوم ديال لا ديال الدوش أقوى دري الحمد ديال بودر ديال السبب تحسي سؤال حق شاد ديال أنا تاني سادس أنا ديال تاني سادس ديال في تيشتي تاني سادس ديال وأنا تيشتي ديال. Обсуждаемая в интернете информация о передаче Чеченской Республики части ингушского села Датых, где якобы планируется добывать нефть, не соответствует действительности. Об этом заявил Юнузбек Евкуров на встрече с депутатами и представителями общественных организаций в Магасе. Он отметил, что близ Датыхского месторождения, о котором они упоминают, расположены 19 законсервированных скважин с высоким содержанием серы. Именно высокое содержание серы и в советское время, и даже сейчас не позволяет вырабатывать там нефть. По его словам, даже при наличии желания заниматься на этой территории добычей черного золота, по утверждению специалистов, невыгодно. Глава пояснил, что из 19 указанных скважин 16 находятся на территории Ингушетии и состоят на балансе ОАО «Ингнефть». Геологические условия очень сложные. Я бы сказал, что, наверное, самое сложное на всех, если посмотреть по нашим всем регионам, наверное, наиболее самые сложные условия проводки. Поэтому как-то дальнейшее развитие добычи на тех участках прекратилось. Еще есть много таких технических причин, по которым нефтяная промышленность наша не стала развивать именно добычу на тех месторождениях Бамут, Датых. Потому что нефть на тех месторождениях содержит огромное количество, большое количество попутного газа, сероводород. Этот газ представляет собой большую опасность с точки зрения экологии, потому что он очень ядовитый.
По свойствам он тяжелее воздуха, поэтому не растворяется, не улетучивается, а стелится по поверхности. Сразу после подписания соглашения для желающих высказаться по этому поводу национальное телевидение предоставило площадку. Общественные деятели, старейшины и молодежь отмечали, что определить границы необходимо было еще 26 лет назад. По их мнению, даже у двух братьев между домами есть забор. Вы знаете, проблема эта существует не с 93-го, а с 92-го года. Дело в том, что вслед за принятием закона об образовании Ингушской республики, как она тогда называлась, в составе Российской Федерации, был подписан Ельциным указ об образовании Государственной комиссии по установлению административных границ Ингушской республики. Эта комиссия была чисто на бумаге, она ни одного дня практически не работала. Были несколько потуг прежнего руководства, но которое заняло однозначную позицию. Нам границы не нужны. Вот такое заявление тогда звучало очень часто. Наши границы – это вот вся Ингушетия, вся Чечня. Это наш общий дом. На что я всегда говорил и тогдашнему руководителю, говорил о том, что да, мы братья, но каждый брат должен жить в своем доме. И между этими братьями всегда есть какая-то, не знаю, вот изгородь, забор какой-то, да, который отделяет одно хозяйство от другого. А вот как комментирует соглашение по определению границы между Ингушетией и Чечней известные государственные и общественные деятели. Последние более чем 20 лет периодически остро вставал вопрос определения границ между нашими народами. И в тех форматах, в тех формах, которые для нашего народа были неприемлемы. Последние 100 лет неоднократно менялась граница между территориями национальных образований. Я думаю, что и в будущем они будут меняться. Исходя из того, что эта линия проходит так или по-иному, сегодня разделить два братских народа это было недопустимо. То, что сегодня определились границы, это наоборот нас сегодня больше объединяет, нам дает сегодня больше возможности проводить экономическую и хозяйственную политику в отношении двух республик. Я очень хотел бы призвать нашу молодежь, чтобы каждое слово они взвешенно высказывали, не было толкования действий и поступков, в которых они не разобрались или не имели четкое представление. Поэтому нам очень важно сегодня сохранить единство нашего народа. Соглашение, которое подписано, имеет для обоих наших народов историческое значение. Его важность в том, что это должно объединить наши народы. Наши народы, ингушский и чеченский народ, на протяжении веков вместе жили. Несмотря на то, что нас по-разному делили на протяжении этого века, мы всегда находили мудрые решения. И сегодня вот то решение, которое приняли главы двух субъектов, это то решение, которое придаст нам возможность правильно вместе созидать, работать. Мы понимаем, что без взаимных уступок не бывает правильных решений, но были у нас разные мнения. 1993 года у нас было мнение в двух республиках у народов. Одни говорили, часть территории Ингушетии им принадлежат, мы говорили, часть территории, начиная до Давыденко, нам принадлежат. Но все эти требования взаимные, мы должны были сесть и правильное решение принять. В 1993 году, когда была возможность у ингушского народа войти тоже на часть территории чеченского, мы этого не сделали. С 1993-го фактически установленные границы сегодня определили. Это Асиновская, Серноводск, Бамут остались на стороне Чеченской республики, остальная вся территория осталась за нашей республикой.
те решения, которые принимались до этого обеими республиками, они будут аннулированы. И то соглашение, которое подписано, я надеюсь, я уверен, что даст нам и дальше вместе созидать, работать. И административный границ между субъектами нужны, мы все равно никогда не допустим, чтобы и наша территория ушла к ним, и они не допустят этого. Но я уверен, что сегодня вот тот шаг, который сделали, он нужен был, потому что два субъекта должны иметь свои административные границы, они сегодня определены и дадут нам возможность плодотворно трудиться на своих территориях, и той, и другой стороне. Эти бесконечные взаимные притязания, обвинения не могут быть у двух братских народов. У нас и во все времена хватало мудрости, и сейчас принято правильное решение. То, что подписано соглашение, и исходить надо именно из того, что оно подписано, и мы находимся все-таки в правовом российском поле, и два наших главы наших республик без участия третьей стороны подписали это соглашение. Мы слышали слова наших лидеров, которые сказали, что наличие сегодня границ не помешает, а улучшит и даст нам возможность более глубокому сотрудничеству. Дает мне, во всяком случае, надежду, и я верю, что мы на самом деле начнем сотрудничество не на словах, а на деле. И ингуши, и чеченцы ждут этого давно, с нетерпением взаимодействия в спорте, в экономике, в культуре, в религии, во всех сферах деятельности. Вектор, по моему мнению, нашего развития, нашего благополучия – это движение навстречу друг другу. И так только мы, наверное, сможем не потерять свою идентичность, сохранить более свои качества, которые нас отличают от миллионов других людей. То, что касается границ, и хотелось бы не то, что напомнить, все знают, кто там живет, это братья. И наличие сегодня этой границы, это, во-первых, это условие существования субъекта в Российской Федерации, в российском правовом поле. И по-другому никак не может быть. То, что касается интернета сегодня, каждый имеет право на свое мнение, высказать свое мнение. Но я считаю, высказывание должно быть в пределах войнахской этики, общечеловеческой, тем более войнахской. Мы обязаны помнить, знать, что сказанное сегодня в сети не вырубишь, что называется, топором через 100 лет. И это может навредить нам и сегодня, и завтра, и через десятки лет. Чемульга – первый населенный пункт рядом с прилегающей границей территории. Сюда выехали представители Комэкологии и природных ресурсов Ингушетии, также главы администрации сел Сунжинского района для того, чтобы пообщаться с местными жителями. 80% самых дал бы. وقتش كذا بسوقات سنة المصنع حاجة شغال ليلا إذا شنو شيء دوازو خلص ديك مدي دوازو قاستا تخون هات سونج سلسني جلخن تعوش من ياتهم بيتهم بيتر. Рядом с границей расположен еще один населенный пункт Аршты. Местное население – ингуши и чеченцы. Долгое время они живут в мире и согласии друг с другом. Все мы как братья, говорят здешние жители, но и между родными есть забор. Так что решение вопроса с определением четких границ между нашими республиками был необходим. Теперь, наконец, закончатся постоянные распри на почве земельных отношений. سنسون ديكر بالق بخيتنا سين خيتر ده أزار هنت حات يل إز يل أش دالبرت سبيلون دالبرت ما تقول ويدلش ويدوس دولش لا تدير سيسر تلفزيونش هاو قرصون على مديرة ده سناش آخر مغامسون تأكد بديان وتسبوسل بجري ده نخشي غلغة أنا استمر سبير سيوقي
Конечно, чеченцы и ингуши всегда были братьями издавна. Между братьями тоже есть какие-то границы, когда они живут рядом. Больше всего, хотя это было очень неприемлемо, я боялась провокации со стороны. Есть же такие люди, которые негативно настроены против этого процесса. Далбухастом это все завершилось. Завершилось, причем мирным путем. Любое, даже ложное упоминание о политическом состоянии в регионе подхватывается интернет-ресурсами, администраторы которых спешат опубликовать непроверенную информацию для накрутки подписчиков. Пытаясь обострить ситуацию вокруг соглашения двух глав регионов об утверждении границы Ингушетии и Чеченской Республики, анонимные пользователи публикуют информацию о том, что депутаты Народного собрания в знак протеста складывают в себя полномочия народных избранников. Ситуацию прокомментировал начальник отдела пресс-службы Ингушского парламента Якуб Манкиев. Народное собрание Республики Ингушетия продолжает работать в плановом режиме в соответствии с утвержденным ранее планом законотворческой деятельности на осеннюю сессию текущего года. На ближайший вторник, 2 октября 2018 года, назначено очередное заседание Совета парламента. Информация, распространяемая в сети о прекращении некоторыми депутатами Народного собрания Республики Ингушетия своих полномочий, не соответствует действительности. Никто из депутатов Народного собрания Ингушетии письменного или устного заявления о прекращении своих полномочий или о сложении мандата не делал. Беспрецедентное давление со стороны противников соглашения оказывают и на тех, кто выступает за утверждение границ, и на депутатов, и на телевизионщиков. Мы же, в свою очередь, стараемся, не поддаваясь провокациям и критике, оперативно подавать своему зрителю достоверную и официальную информацию из первых уст. И если пользователи соцсетей, прикрываясь демократией, продолжают анонимно осуждать тех, кто осмелился высказать собственное мнение, то у национальной телерадиокомпании другие принципы – открытость и честность. Вот эта анонимность, конечно, я считаю, с моей точки зрения, это становится уже вседозволенностью. Официальные средства массовой информации, государственное телевидение, радио, они никогда себе не позволят говорить анонимно, никогда себе не позволят перевирать факты. Наверное, поэтому их так и боятся. Здесь надо стать перед камерой, показать свое лицо, показать свои глаза и говорить, формулировать свои мысли и доносить их до зрителя. Это тяжелее, это сложнее, это ответственнее. Поэтому, наверное, и стараются в Инстаграме. Там анонимно, там можно все что угодно. Там нет ответственности. Высказывать свое мнение или не высказывать свое мнение – это личное дело каждого человека. Но мы сегодня, как средства массовой информации, как люди, которые формируют общественное мнение, доносят до широкой общественности то, что происходит, доводят, информируют общество. Мы сегодня сидеть и не работать не можем. Мы обязаны делать свою работу. Мы обязаны приглашать сюда чиновников, официальные лица, экспертов, и вместе с ними разбираться в ситуации. Нужно показать карту, мы ее показываем. Нужно попросить прокомментировать работу комиссии по определению границ. Мы это просим делать. Нужно нам, чтобы люди высказывали свое мнение, мы просим их высказать свое мнение. И честно, и без вырезание каких-то моментов, только вычищая материал, делая его в формате телевидения, выдаем это в эфир. Ну и напоследок хочется напомнить, что если пользователи соцсетей могут основываться только на сомнительной публикации в интернете, то у телевизионщиков всегда есть железный аргумент – камера, которая фиксирует абсолютно все. Поэтому попытки обвинить сотрудников национальной телерадиокомпании в некомпетентности и неверной подаче информации – пустая трата времени. Светлана Томова, Мадина Пугоева, Микаил Тангиев, Новости 24. А вот как комментируют соглашение по определению границы между Ингушетией и Чеченской Республикой жители региона. Да, определение границы любой субъект, государственный субъект должен иметь собственные границы.
Азин маснин хожуды. И я проблем, и там латжо, определение границы отжо. Так это проблема. Это еще к образованию республики надо было точно определить границы. Хоть чеченцы и являются и нашими братьями больше. Вежери были любой дух на десьма десятир. Молла очень саги вежери определенные границы халежи. Ах, так республика Хаяч хана 92 году. Хиристери, ночистери точно определить границы. Дахуад де хандалария. Так является проблема. Хавот яцер. Так они лачу проблемы, вы можете сваливать держи на руководство республики. Так они сам сваливать держи даться. Это не их вина. Их вина есть из-за того, что они взяли за эту проблему решение этой проблемы. Хаяя определенные границы юрлёж. Юридически любой юридический субъект должен иметь собственные границы. Так они границы лачу хам. И массоч улка выступать деш саг дарас. Ши дуцуш док амел. قوناش دوتش دق أمياله شي قوناش حاجة خالص شي متك حاجة وقوناش أمياله إزديال خالص غلقس خالص بيني عدلا خالص شي دولش ده هم نجاسن شي سق والش ده هم قوناش دوتش دق أميال يحدو على دوتش خالص لاش قاعد إنه جانا دوتش خالص أميال طبعا هذا ياش لبوش خود مدير وش دبها بقية زجرني تباه أخوش رسي جانا دبوخ وش دبها بقية تخنا تمودش كيش نعدوسر سؤال شو именно сон десятиса и сомуш кейш на десятиса и проблем решать его 90 я республика Хаяч хана и республика Хаяч хана хат собаргуш на ход муди зарплата 20 ши форм идти по ПС служить деш кегина ходи зарплата аз дахата 20 нам хитиш служить деш республика лориш хабях капуш аж тахан болуш бош кегина ах азму республика лориш ого урит бари чара служить датас اكو بتشي ويغاوس يلا رسم لوريش صندوق كي تاخذ من خاديس وي برغت يا اخي شاشا يا هم كيك تسدش عارف ان هاز ميتينج يا بالك ميراز ما اخي ود ريشي دس بروبلم ريشي دو شيرياز واش سغو اياز دو اما يازدنجي شي ستاريشن حلوه главой сакамел дуц что цивилизован путем решать дис проблем нельзя вот так вот расшатывать ситуацию масло шек дараз хастахани Корзабен лиурм би мох дабам би границ хитаяш. Со корзам мен согт молдачи адарас. Сыхцылыш. Сабры олыш. Ши фуё хош. Ши бах кача, ши тейпен бах кача яхадеш. Ши республик яхадеш. Халбисак. Хам ходер измой вопрос да ханс лол хой вошл вежри муали масхана. Он бусл вежри девей тир вежри девей але. Воз назвящ вещица он ши граница определили бага би картки давутсак. Здячил те хамарки на уровне, достойный уровень отношений развиваться. Дать. Хам остановлен лат. Они кирдар лат так. Цикамын сердар ишма халишо датсис. Цу пейд хабой. Те границы определили. Цу пейд хабб. Здесь хандалари халт хубар. Хани аж пейд нах хабич хубар спейд. Шиша хамич хулус пейд хубар. Хадич хулусон. Я думаю, что цу пейд бабб. Хам ханисал да. Мнение елчар хам юхсоц да хамат од цикидер кит го хастер го багор багго хаст вор цун хастаны андоди ишят ши мнение мьютиса го. Но это вопрос, я думаю, что она шикайкамын пейд хуб пачауаш пачахкали халыц пачахкали хаханшылды границ йотшиш халыц. يليات حدا أهلياتن أزدوالدد أهلياتن أدوالدد أنا شيل ده حق أصلا مش مع الجرانيت حتسيش خلي شو ده قصداش نموش состоять без границы. Но звень цехал что ба хоть это он один из лас систему диктовать и шамаш он звень цехал за долж да что. Ладират аз внимательно сис глава здесь аж камелаг цулта хахна цул халха да бека сараждин قمال دز سنغلاديرات از قاست عيسى قمال غلاديرات از سمو بولش قونا خشونه سمو تتش خونه رادي شو تخصص برا اق از دوات سيورت واخش ناخ سيسر غلاديرات از تلفزيون ش سيورت سميخر حبيانش ناخ غلاديرات از قمالش حدوتش بو اختاريوات جواب вопрос سميحتش вопрос سوق خاطر شو تاع ميس حدا حمد سوبيك يوجي سوبيك شي تيوخ جوجي ريجيونو границ халиес таниqe. Ақтаған вай республикада это уже хама пачахад ваш адаз герой России ваш генерал ваш эгер сидож на хайқи сидож ваш ваш сагу таханы ғалға хам атуадия қычқымысыге хам халиды дияны
3 секунды az umak hadis ilhaniyatsa. Hanhaniyat az eşitçiler adil boğbep. Ve Respublikat absına kocuğu. Biyetti çoğu kocuğu. Nahmış dilip ko. Melna hazihant ko suni. Например, да аришат. Хайзлаш дук хамду Республики. Границ ханижа нохши сани. Из границ цаганчат яха мыча давулу мыча кошлу халят цоушнш де мышт вагырдыс. Определение границы дает, в общем, определение народа. Как бы это ни было, границы должны быть. Без границ народ не бывает. Это же неопределенность даже. Я, в общем, удивлялся до сих пор, как даже это так, как это у нас в народе говорится, без границ не может быть. Это в советское время было такое определение, что наш адрес не дом и не улица, а Советский Союз. Вот так же мы жили без всяких границ. Но хорошо, что мы понимали друг друга с соседями, народами. И руководители наши понимали. И сейчас поняли и пришли к правильному выводу. Я думаю, что это будет все нормально. К другим темам. С сегодняшнего дня в России вступает в силу ряд законопроектов. В частности, сотовые операторы и интернет-провайдеры теперь должны будут хранить в течение месяца всю переданную пользователям информацию, в том числе видео, аудио и любые изображения, пересылаемые через интернет, по электронной почте и в любых мессенджерах. Вводится также нулевая ставка НДС на воздушные перевозки в регионы Дальнего Востока. Это увеличит рентабельность и позволит привлечь к работе новые авиакомпании. Об этих и других новшествах расскажет Зарема Ивлоева. Разгар осени ознаменовался в нашей стране очередными законодательными новеллами. 1 октября вступил в силу федеральный закон, который позволяет парам самим выбирать дату своей регистрации за год до торжественного дня. Напомню, что до вступления новых правил в силу браки в стране регистрировались через месяц после подачи заявления в ЗАГС. Другое нововведение относительно работы этого ведомства заключается в том, что с 1 октября брать необходимые для себя справки россиянам можно будет не только по месту регистрации, а вообще в любом ЗАГСе. Это стало возможным благодаря созданию единого государственного реестра. С 1 октября провайдеры обязаны хранить интернет-переписку своих пользователей ровно 1 месяц. Речь идет о сообщениях в электронной почте, социальных сетях, мессенджерах. Это делается в рамках закона противодействия терроризму. В стране начнут подсчет пенсионеров. Для того, чтобы все права граждан предпенсионного возраста в свете новых изменений в пенсионном законодательстве были соблюдены, работодатели с 1 октября обязали подавать данные в центры занятости о тех своих работниках, кому до выхода на пенсию осталось 5 лет. Ужесточились штрафы за нарушения в долевом строительстве. Необоснованная выдача заключений о соответствии застройщика всем требованиям или отказ в выдаче такого заключения теперь чиновникам обойдется дорого. Дело в том, что с 1 октября за эти действия их будут штрафовать. Сумма денежного наказания варьирует от 50 до 100 тысяч рублей. Также с 1 октября на Крымском мосту открыли движение для грузовиков. Предполагается, что каждый день попасть на полуостров или вернуться на материковую часть страны смогут около 700 фур. Инфраструктурный проект должен увеличить товарообмен между Крымом и другими российскими регионами. Смягчается законодательство с начала октября и для тех россиян, которые решили открыть свое дело и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Если гражданину откажут в регистрации из-за недостающих документов, у него будет 3 месяца на все исправления и повторной подачи бумаг. Кроме того, сегодня стартует пробная перепись населения. Впервые гражданам России предлагают самостоятельно заполнить подписные листы на портале госуслуг. Сделать это можно с 1 по 10 октября. Зарема Ивлоева, Новости 24.
В Центре культурного развития в Магасе состоялась встреча главы Ингушетии с участниками Северокавказского молодежного форума «Машук». Напомню, в этом году наша республика взяла первое место среди всех субъектов СКФО по выигранным грантам. Их сумма составила более 23 миллионов рублей, что в разы выше показателей прошлых лет. Глава региона отметил положительную динамику в молодежной среде. Выигранные гранты и конкурсы являются показателем того, насколько успешно развивается наша молодежь, констатировал Юнусбек Евкуров. В свою очередь, участники форума и исполняющие обязанности председателя комитета по делам молодежи поблагодарили главу за столь высокую оценку их работы. По итогам конкурса было определено 61 лауреатов среди физических лиц, а также 11 лауреатов конкурса среди юридических лиц. Общая сумма грантовой поддержки составила 23 миллиона 600 тысяч рублей. А по общей сумме полученных грантов делегация Республики Ингушетия заняла первое место среди субъектов Северокавказского федерального округа. Мне приятно было, на встрече там глав с полпредом говорили всегда такие слова. Вот, говорят, все спят, а в Ингушетии все занимаются проектами. Втихаря, не втихаря. А потом все это дело пронюхали и бегут в Ингушетию, к ингушам проекты защищать. Поэтому вы не только свои там, но и другим помогли. Это к тому, что я всегда говорю, если хочешь добиться успеха, работай на 2 часа больше. Вы сами убедились, что если вы работаете, если вы стараетесь, если вы где-то жертвуете своим личным временем, тогда есть шанс, и то не факт, но есть шанс, что у вас получится. В завершении мероприятия некоторые из участников представили свои проекты главе. А после этого состоялось торжественное вручение дипломов от Юнусбека Евкурова, организаторам и координаторам форума от Ингушетии. В Магасе состоялось пленарное совещание премьер-министра Ингушетии Зелимхана Евлоева. Встреча началась с обсуждения исполнения поручений главы и председателя правительства региона и основных задач на неделю. Переходя к обсуждению представленных на повестке дня вопросов, Зелимхан Евлоев выделил тему строительства стадиона на 15 тысяч посадочных мест в Магасе, по которой доложил руководитель Минстроя Ингушетии Осман Вышугуров. Минстроем Ингушетии составлен план мероприятий по возведению объекта, в котором определены этапы строительства и ответственные исполнители. Полностью завершена работа по отводу земельного участка. Минспорта и Минстрой Ингушетии ведут работу по подготовке технического задания на проектирование и разработку эскизного проекта спортивного комплекса. Здесь Зелимхан Евлоев выразил идею привлечь молодежь республики к разработке проекта. Это позволит ребятам ознакомиться с проектом стадиона, после чего они смогут представить свои идеи по возведению спортивного объекта, сказал премьер. Также на совещании обсуждалась необходимость улучшения работы диспетчерских служб. Сегодня День сухопутных войск России. Это самый многочисленный вид вооруженных сил страны. В них входят мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО и связи. Их боевые возможности позволяют в равной степени вести операции как против регулярных войск противника, так и против бандформирований. Они способны к любым видам боевых операций на суше. Сухопутные войска – самый многочисленный по боевому составу вид вооруженных сил России. По своим боевым возможностям они способны во взаимодействии с другими видами ВС вести наступление в целях разгрома группировки противника, наносить огневые удары, отражать вторжение противника и удерживать занимаемые территории, районы и рубежи. В Карабулаке сегодня состоялось открытие единственного в своем роде в регионе протезно-ортопедического предприятия. Благодаря запуску производства, на котором будут заняты порядка 10 рабочих, отпадает необходимость выезжать за пределы республики. Речь идет о протезировании верхних и нижних конечностей, а также слухопротезировании. Необходимую продукцию можно будет подобрать индивидуально. Предприятие открыто по инициативе Ингушского отделения общественной организации «Ветераны боевых действий России». Подробности в сюжете Амины Боковой.
Реабилитация после ампутации, протезирование конечностей и просто широкий выбор ортопедических и медицинских изделий. Первый в истории Ингушетии Центр протезирования инвалидов официально начал свою работу. Восстановить свободу передвижения ветеран боевых действий Батыр Сакалов мечтал еще с 2010 года, когда при исполнении служебных обязанностей потерял правую ногу. Сейчас ветеран один из первых в очереди на протезирование. Это удобство для людей, проживающих местных, что она есть здесь, благодаря всему этому. Вот что я сказал, что не надо выезжать из республики, что находится здесь оно, и настолько актуально, что можно прийти в любое время, приехать, замерки сделали, все посмотрели, верифицированные сотрудники здесь работают. Таких клиентов еще до открытия центра набралось десяток. Моделирование, установка протеза, а также последующая реабилитация пациентов, вплоть до восстановления двигательных функций, будет полностью проходить в новом центре. А начинается этот длительный процесс в этом кабинете. Прежде обследуем, посмотрим уровень ампутации, все. И далее начинаем уже приступать к снятию слепка. Это у нас коронки идут, это коронки на бедро, то есть если ампутация выше коленного сустава. То есть и далее здесь вот у нас есть оборудование, на котором непосредственно крепится, то есть установка, на которой крепится коронка. Уже на втором этаже установлено современное немецкое оборудование последнего образца компании Otto Bock. Это вакуумная система, то есть сюда уже ставится сам позитив, то есть форма. И сверху уже, используя разные материалы, смола, при работе вакуумной установки уже изготовляется сама форма, то есть приемная гильза. Это у нас идет термошкаф. Помимо этого в центре предоставлен широкий спектр ортопедических изделий, применяемых в травматологии, неврологии, ревматологии и спортивной медицине. Это корсеты для позвоночника, головодержатели, корректоры осанки, лечебный компрессионный трикотаж и многое другое. Называется технические средства реабилитации. Послеоперационные, дооперационные, больничные. Тут есть санитарные стулья, ходунки, коляски для детей, ДЦП, для взрослых, для пожилых. Йороши – это обувь. Эта обувь предназначена для детей, которые страдают опорно-двигательным аппаратом, у них нарушенность. Но они потом со временем, в процессе лечения, они приходят в себя и нормально живут. Открыт центр по инициативе Ингушского отделения общественной организации «Ветераны боевых действий России» при спонсорской поддержке. Ветераны боевых действий, которые нуждаются в протезах, раньше они выезжали за республику, примерка и проживание, вот, пока готовится протез, вот они вот этим делом занимаются. Так, им не надо даже выезжать с дома, им просто на дому сделают примерку и протез. Хайги уже медсервис. Аппарат уезжает для ветеранов боевых действий и для других жителей республики есть, кто нуждается в протезах. Я думаю, что это будет только с плюсом для людей. У нас не только протезы, но у нас же еще технические средства реабилитации. У нас же многогранное предприятие, поэтому мы здесь еще не все себя показали. Ну а глава города Карабулак, в свою очередь, отметил, что открытие этого предприятия станет большим шагом в дальнейшем развитии города и привлечения сюда новых инвесторов. Это для нас рабочие места и плюс помощь людям, страдающим с проблемами с опорно-двигательным аппаратом. Это жители не только города и республики. Город находится в центре республики, поэтому для жителей других муниципальных районов тоже будет удобнее. В будущем, наверное, Атан сделает представительство и в других муниципальных районах, отдаленных, в Малгобеке, там, Назрановском районе. Сегодня я хотел бы выразить благодарность всем, кто принимал в этом участие, особенно руководителю Далряс Халмахадам, Барка Халт. Мы сделаем все, чтобы вы не пожалели, что вы выбор остановились сегодня на территории Ингушетии. Кстати, помимо заказа соответствующей продукции для инвалидов, многие виды изделий будут собираться здесь же, на предприятии, из комплектующих мирового лидера в производстве протезно-ортопедического оборудования. Со временем в планах у инвесторов расширять спектр деятельности предприятия, а это значит, что в регионе появятся новые рабочие места. Амина Бокова, Джамалил Тамасханов, Новости 24.
Сегодня во многих странах отмечают Международный день врача. Он считается днем солидарности и активных действий врачей всего мира и праздником всех представителей врачебного сообщества, кто, следуя клятве Гиппократа, оказывает медпомощь нуждающимся. Это праздник людей, выбравших самую гуманную профессию в мире. Медицинские работники ежедневно спасают человеческие жизни и лечат всевозможные заболевания. Любой современный человек хотя бы раз в жизни был у врача, и ему сложно представить свою повседневную жизнь без них. Сегодня также отмечается Международный день пожилых людей. Дата 1 октября выбрана не случайно. Бытует мнение, что старость – это золотое время, как, впрочем, и осенняя пора, поэтому и было решено выделить старшему поколению специальный день в самый разгар осеннего сезона. Главная цель этого дня – обратить внимание общества на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста. В ингушском обществе им уделяется особое внимание. Старики пользуются уважением и почетом. Подробности в материале нашего корреспондента. Даут Тачиев и Висан Юсупов, как обычно, встречают свое утро здесь, на стадионе. Им уже по 70-80 лет, но возраста своего они не чувствуют. Их активному образу жизни могут позавидовать многие молодые люди. Вот вчера, допустим, я 10 кругов сделал. Вот здесь на 5-м кружке 10 кругов сделал за 38 минут 17 секунд. А сегодня, очень прохладное время, я уже попал, 41 минут 25 секунд. 10 кругов. Это 5 километров 150 метров. Но ведь этот человек может еще больше идти. И чем больше он идет, очень удивительно, что у него больше сил. Сколько себя помнят, Даут и Висан занимаются спортом, призывают всех остальных последовать их примеру. Бег – это и не единственное увлечение, еще они занимаются альпинизмом. Я начал заниматься альпинизмом, когда вышел на пенсию. Эльбрус – это самая высокая вершина Европы, а Казбек тоже одна из высочайших вершин Европы. Поэтому эти вершины находятся совсем в 2-3 часах езды отсюда. И мне всегда хотелось подняться на эти вершины. Мы один раз в месяц обязательно ходим на Столовую гору. На стадионе здесь ежедневно. Но здесь, как вы видите, это всего 5-6 человек, которые ходят. Поэтому, пользуясь случаем, я обращаюсь к населению нашей республики. Занимайтесь спортом, ходите на стадион. Ингуши того времени не имели права сидеть сложа руки и говорить, что они устали. Им нужно было трудиться, чтобы завтра быть сытым. Сегодня времена изменились, но в наших стариках этот труд сохранился. Маржан Хамчиева – наглядный тому пример. Она всегда находит, чем себя занять. Бетта корулони рулони решха я хатекас. Ариали саламыз до квагала 5 лайч 5 ют 5 ач. Кадик бог бо. Со бог бе ана яс 69-м цендалан со дезу қабж ягай. Циган ташу дандерс цендалачха. Духамбад дейнд духамдят. Со 43 годы. Сынар ошы қанлат, сон хамдесі да қанлас, наны қанят, әйс хаты дәр қанлат. Қау қетіт сон, хан қетіт қойын, сугер чех кәбе яқы вағы сықват. Асай спокойно хабы бол, хабер дайуқ, ғыза юрты, аллы хирыж масына да итсай ерыж, да баргеш да итсай. Тақши тағлағы жа хам хадыш дикмеді. Жизнь каждого из них протекала по-разному, но, как признается Микаил Наурбиев, ему повезло намного больше. Сегодня он молодой дедушка 15 внуков, и ему всегда в радость позаниматься с ними, вложить в них то, чему всю жизнь учился сам. Ведь физики и математики Микаил Наурбиев на сегодняшний день никому не уступает. 60 умножить на 3. Как обычно умножаем? 6 десяток взять 3 раза. Сколько десяток получается? В 69 лет он научился читать Коран, когда некоторые люди его возраста жалуются на то, что не могут прочитать даже газетный заголовок. Больше, 72 год,
69 лет хулис. Сухана долдыраз анди зор. Мش долдырын шедаци. Актош, яштыртик актош. إذا نحرقوا أوش لي عن زامسك يوصل تيفا الدين غوق هم هذا هناك تيجان اشتغال عم دراسة نيالسوا أيدير عديك ما عم دراسة نيال دخل يقرأ يعني أي قهر كمان ده حتى يشدور در خلدات نيال أيدير خلدي سنا دخل يعني سكان نيال ده شو تيجاش كي يختصوص навести на мысли сук عم دريها يعني. Наши герои прошли трудный жизненный путь, и сегодня мы обязаны оказывать им должное внимание и уважение, ведь ингуши всегда с почтением относились к старшим. Зухра Дугиева, Рамазан Зурабов, Новости 24. Лада для чемпиона. Победителю юниорского первенства мира по греко-римской борьбе Исламу Апиеву вручили ключи от новенького автомобиля марки «Нива». И отныне спортсмен может ездить на тренировки на авто, заработанном собственным трудом. Напомню, что на первенстве мира, проходившем в Словакии, Ислам удачно отборолся в 5 схватках. В финале одержав безоговорочную победу над бронзовым призером первенства мира. Репортаж Микаила Тангиева. Первенство мира среди юниоров по греко-римской борьбе. На кадрах финальная схватка весовой категории 77 килограмм. Ингушскому спортсмену противостоит бронзовый призер предыдущего первенства, борец из Индии Саджан Сингх. Борцы очень опытные и показывают хорошую технику на ковре. Но в какой-то момент наш земляк начинает доминировать над своим соперником и проводит череду приемов, тем самым зарабатывая 5 баллов. Ну а далее следует зрелищный победный бросок в исполнении Ислама. У индийского спортсмена нет ни единого шанса отыграться. Счет 8-1 в пользу нашего борца. После такого триумфа Ислам с гордостью возвращается на родину и вместе с остальными спортсменами проводит очередную тренировку в родном спортклубе Ади Ахмад. Чемпион вспоминает, что первые схватки на первенстве мира были самыми важными для него, так как соперники были очень опытными. Но это не помешало нашему спортсмену уверенно пройти дальше. Год назад Ислам уже участвовал в данном турнире. Тогда проиграл сопернику, допустив досадную ошибку. Поэтому сейчас стояла задача взять реванш и вернуться домой только с победой. Мы провели очень хорошую подготовку. До этого год назад я на том же турнире проигрывал. И мне посчастливилось обратно отобраться на тот же турнир. И мы отправились на турнир. Все идеально прошло, можно сказать. Я был готов, был голоден выиграть. Победитель первенства мира – это, несомненно, очень высокое достижение в спортивном мире. И за такие выдающиеся заслуги депутат Государственной Думы и ингушский меценат Алихан Харсиев решил поощрить Ислама, передав ключи от новенького автомобиля «Нива». Ислам. Заслуженная награда для настоящего чемпиона. Видно, что Ислам крайне рад своему подарку. И, получив ключи, он поспешил опробовать его в деле, сделав небольшой круг во дворе спортклуба. Хотел бы поблагодарить Алихана Харсиева, депутата Государственной Думы, за такой хороший подарок. Конечно же, у наших ребят и у меня будет высокий стимул дальше тренироваться, работать. Как отметил личный тренер чемпиона и президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхароев, перед соревнованиями была проведена колоссальная подготовительная работа. По его словам, Ислам полностью оправдал надежды наставников своего клуба Ади Ахмад, выполнив поставленный ими план на 100%. Сейчас нельзя расслабляться, Ислам в хорошей форме. Исламу надо сейчас что? 3 вещи нужны Исламу. Дисциплина нужна. Самое главное, 10 раз больше тренироваться и оставаться, как был, скромным парнем. А так результат, иншаллах, будет у нас. В свою очередь, главный тренер молодежной сборной России по греко-римской борьбе подчеркнул, что эта победа в очередной раз доказывает, насколько стремительно развивается спортивная борьба в нашем регионе, и выразил надежду, что такими темпами Ингушетия очень быстро выйдет в лидеры по числу чемпионов мирового уровня. Хотел бы сказать непосредственно по клубу Ади Ахмад, который мы видим за моей спиной, что клуб развивается очень сильно, и поток ребят, вообще популяризация вида спорта, именно в частности греко-римская борьба, на хорошем уровне. В дальнейшем думаем, что наши спортсмены покажут еще лучшие результаты, так как мы им даем стимул, и ту поддержку, которую оказывает Алихан, это неоценимый вклад в развитие спорта
как в Республике Ингушетия, так и в целом России такого вида спорта, я имею в виду, как вольная борьба, греко-римская борьба. Вот. И в дальнейшем, я думаю, что наши ребята покажут еще лучшие результаты. И и у нас будут олимпийские чемпионы. Микаил Тангиев, Майрбек Межоев, Новости 24. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.